Ежегодно в Инте проходит конференция представителей Коми-народа, проживающих на территории округа. В среду, 26 ноября, встреча была организована в Дворце культуры и техники. Перед началом мероприятия в фойе учреждения состоялся открытый показ фондовых коллекций Интинского краеведческого музея и Центральной библиотечной системы. Работали выставки распродажи сувенирной продукции к 60-летию Инты. Интинские медики оказывали услуги по измерению артериального давления. На собрание приехали более 50 избранных делегатов. С сельскими жителями встретились специалисты администрации округа, депутаты, сотрудники различных служб города и республиканских ведомств. В конференции Коми-народа приняли участие представители Министерства образования, здравоохранения, культуры, спорта, экономического развития и национальной политики Коми. Перед специалистами стояла задача проанализировать все проблемные моменты и наметить пути их решения. Первой с докладом выступила заместитель руководителя администрации по социальным вопросам Лариса Титовец. Мы убеждены, что при рациональном подходе к распределению имеющихся средств, при успешном выстраивании сотрудничества муниципалитета с промышленными предприятиями, работающими на территории округа, можно сделать многое. Для выработки конкретных направлений развития проанализируем вопросы жизнеобеспечения сельских населенных пунктов за предыдущий период. Большая часть сельских населенных пунктов большая часть находится за пределами Инты и относится к труднодоступным. Поэтому проблемы акцентируются именно в области транспортной доступности. И первый раздел доклада будет посвящен дороге Инта-Пристань, 35-й километр. При поддержке правительства Республики Коми большой объем был выполнен в летний период 2013 года. Выполнено водоотведение, сделаны кюветы, и в 2014 году для поддержания дороги в нормативном состоянии из муниципального бюджета было выделено и освоено около 2 миллионов рублей. Это подсыпка дороги. Особое внимание было уделено в этом году участку от 25 до 35 километра. И мероприятия по запрету проезда большегрузного транспорта в период распутицы позволили дорогу держать в нормальном состоянии. Надо сказать, что руководитель администрации регулярно выезжал на дорогу на 35-й километр и сам контролировал, как проводятся эти работы по ремонту и отсыпке дороги. Вследствие особенностей грунта по всей протяженности местности в сторону 35-го километра работы по поддержанию в рабочем состоянии дороги необходимо продолжить, и будут продолжены они в 2015 году. В муниципальном бюджете запланировано на эти цели более 3 миллионов рублей. Воздушное сообщение. Авиаперелеты в труднодоступные сельские населенные пункты проходят на протяжении последних лет за счет финансовых средств бюджета Республики Коми. От вас ежегодно поступают предложения о круглогодичных полетах 2 раза в неделю. Вместе с тем, периодически возникают проблемы с наполнением рейсов. И мы не можем тратить бюджетные средства впустую, и мы все это должны понимать. На сегодняшний день задача вместе с правительством Республики Коми сохранить количество авиарейсов с учетом 2 полетов в неделю в период распутицы. Зимник. В 2014 году по зимнику пассажирские перевозки автомобильным транспортом осуществлялись ежедневно. Жалоб, кроме некомфортности автотранспорта, не было. Эта проблема была решена. За счет республиканского бюджета приобретена современная вахтовка для организации пассажирских рейсов в села. И у нас с вами, как только установится зимник, будет возможность оценить эту вахтовку. В своем выступлении Лариса Титовец затронула основные проблемы сел. Среди них вопросы прошлой конференции, которые еще не удалось реализовать. Отдельная тема касается поселка Авись. Несмотря на постоянные, вот уже более года обращения со стороны администрации округа к руководству отделения Северной железной дороги, до сих пор остается нерешенным вопрос остановки поездов
на станции Абись и обустройство зала ожидания, продажи билетов железнодорожных. В настоящее время компания РЖД, являясь монополистом, очень тяжело идет навстречу муниципалитетам, но в решении этого вопроса активно подключился наш с вами земляк Иван Иванович Махначук, который работает в Москве и возглавляет Российский независимый профсоюз работников угольной промышленности. И на сегодняшний день рассматривается вариант о движении поезда по маршруту Инта-Абись, Инта взамен того поезда, который ходил, Инта-Ашпер. Освидетельствование умерших. По этому вопросу обращались многие, и уже на протяжении нескольких лет, об упрощении экспертизы по медицинскому освидетельствованию. Еще раз вынуждены пояснить, что данный вопрос не может быть решен ни на уровне муниципалитета, ни на уровне Республики Коми, так как регулирование процедуры регламентировано федеральным законом. Однако нам всем известно, что в каждом индивидуальном случае можно обратиться и в администрацию, и мы оперативно подключаемся и решаем эти вопросы. В рамках доклада заместитель руководителя администрации по социальной политике уделила внимание электро- и теплоснабжению сельских населенных пунктов, сносу ветхих и аварийных зданий, сельскому хозяйству, организации оздоровления и отдыха детей, физкультурно-спортивные работы, здравоохранению и культуре. В настоящее время решается вопрос по выделению площадки для сельского дома культуры в поселке Абись. За счет средств республиканского бюджета и бюджета муниципального образования приобретена светомузыка для всех сельских домов культуры. За счет средств бюджета города обновлена одежда сцены. Абийским историко-мемориальным комплексом в 2014 году проведена большая работа по ремонту памятников «Разорванный крест», летчикам-первопроходцам «Прощание». Осенью 2014 года проведены подготовительные работы по установке в 2015 году памятной плиты на могиле Пунина. С 2013 года активно реализуется дорожная карта в отрасли культуры. Растет заработная плата работников пропорционально повышению эффективности деятельности. Получает хорошую зарплату тот, кто хорошо работает. В 2014 году возможностей показать себя было достаточно много. С успехом прошел впервые на сцене Дворца культуры и техники фестиваль «Сельские самоцветы». Традиционный праздник оленеводов Терптер с участием сельских творческих коллективов. На юбилейных мероприятиях, посвященных 60-летию города в Инте и на сценических площадках Сыктывкара, из сельских коллективов приняли участие ансамбль «Лебедушка» поселка Юстедор. Деревня Абись готовит участницу в республиканском конкурсе «Райда», который состоится в феврале 2015 года. Петрунский историко-этнографический музей представлен на участие в республиканском конкурсе «Лучший музей» 2014 года. Результаты конкурса будут обнародованы в декабре этого года. Мы все надеемся на победу в этих конкурсах. В 2015 году 15-й год посвящен великому событию в истории России, 70-летию Победы в Отечественной войне. И ждем от сельских работников культуры активного участия и новых проектов. Если говорить о финансовых вопросах, то большую часть вопросов все-таки надо решать на уровне республики. Это однозначно. Если учесть, что сегодняшний бюджет будет очень сложным, и 11 декабря та сессия, которая будет принимать бюджет 2015 года, я чувствую, будет очень бурной, противоречивой в свете того, что государство предлагает нам новое налогообложение, которое коснется каждого физического лица. Вопрос культуры остается как бы не на первом плане. Он не выходит, к сожалению, сегодня на первый план, хотя 2014 год – это год культуры. То, что сделано на селе, это уже большое достижение. Оно стало возможным исключительно потому, что мы нашли не только бюджетные источники финансирования, но и небюджетные источники. И вот этот диалог населения с властью, который проходит на каждой конференции, он меня не может не радовать.
Вот я сегодня слушала выступление Ларисы Владимировны на конференции, да, и как бы я себе в чем-то не могу согласиться с Ларисой Владимировной. Вот она говорила про трудность перевозок и доступа обеспечения сельского населения лекарственными препаратами. Почему этот вопрос больной? Потому что я директор предприятия. Я рада как депутат и как руководитель структуры, которая обеспечивает село медикаментами, тому, что впервые за 5 лет мы не слышим никаких жалоб на лекарственное обеспечение. Это очень хорошо. За 10 месяцев 2014 года на село отправлено почти на 1 миллион медикаментов. Это первое. И второе, о чем я хочу сказать. Лариса Владимировна сегодня упомянула, то, что на селе есть проблема медицинского обеспечения, да, она, конечно, есть. Но сегодня есть продвинутые товарищи на ФАПах, фельдшера, и сегодня есть десант, который позволяет сблизить вот это лекарственное медицинское обслуживание сельского населения с городским. Село сегодня не в загоне. Тоже касается и культуры. Конечно, все, что сделано на селе за 3 последних года, это большое достижение именно диалога с властью и сельским населением. А население выходит на конференцию с предложениями, власть не только слушает, но она слышит. А раз она слышит, она старается сделать. И в то же время я согласна с Ларисой Владимировной по поводу, например, развития культурных учреждений в селах. Да, это проблема. Это проблема, но решиться сразу она одномоментно не может. Я считаю, что в течение ряда лет, исходя из того, что республика не бросит интинские села, мы достигнем такого уровня, когда можно в сельском клубе будет провести полноценную вот такую же конференцию. А почему бы нет, например, в Петрунях? Замечательно. Руководитель представительства межрегионального общественного движения Коми Войтер Галина Терентьева рассказала об истории Интинского округа. В этом году наш город отметил юбилейную дату – 60 лет. 2016 год в Республике Коми планируется объявить годом села. Но история освоения Интинского района началась более 150 лет назад. Создание оселка Сивон, Петрун, Эдзелон и деревень на берегах реки Усы. Именно житель села Петрунь Иван Сорбачев нашел интинские угли, послужившие поводом зарождения и развития нашего города. Предки захотели жить в этих труднодоступных местах, создали родовые гнезда, и теперь в них живут их потомки. История помнит прекрасные годы расцвета наших сел, развитие совхозов Большая Инта, Фион, звероводческой фермы в селе Петрунь, слаженную систему пассажирских перевозок самолетами малой авиации, развитое речное судоходство, государственную систему реализации продукции, сельхозпродукции. Сегодня нас отделяет от тех времен года упадка, отразившийся не только на городе, но и на селе. И поэтому, понимая, что сельское хозяйство и село в целом отчаянно просят помощи и внимания к своим проблемам, участники 10-го съезда Коми народа, прошедшего в Сыктывкаре в 2012 году, выступили с инициативой проведения в Республике Коми года села. Идея нашла поддержку у главы Республики Вячеслава Михайловича Гайзера, и в утвержденном им плане социально-экономических мероприятий по реализации решений 10-го съезда Коми народа на 2013-2015 годы утвержден пункт «Разработка плана мероприятий подготовки к году села в Республике Коми». Предполагается, что наступающий 2015 год станет годом серьезной и детальной подготовки, а 2016 год пройдет под девизом «Года села». Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми, органы исполнительной власти уже приступили к разработке плана мероприятий и по подготовке к этому событию. И очень хотелось бы, чтобы мероприятия коснулись не только развивающихся и уверенно стоящих на ногах сельхозпредприятий республики, но и проблем труднодоступных сел. Впрочем, труднодоступных сел в нашей республике немало, не только у нас в Инте. Если говорить о развитии села как места проживания коренного населения республики, то особенно актуальными для нас являются содействие в решении транспортных проблем, строительство малокомплектных школ и детских садов, государственная стратегия подготовки кадров для села, стимулирование молодых кадров,
наличие государственной структуры, способной организовать закупку сельхозпродукции у населения, стимулирование не только фермерских, но и личных подсобных хозяйств, обеспечение доступа к современным средствам мобильной связи и сети интернет, что особенно актуально для труднодоступных населенных пунктов, активная помощь в создании и финансировании малого предпринимательства населения. Я предлагаю эти пункты внести в проект решения и адресовать министерствам и ведомствам. Делегаты от каждого населенного пункта прибыли на главное совещание, чтобы рассказать представителям местной и республиканской власти о положении дел и обсудить решение сельских проблем. Интересы жителей Адзивавома представляла Ирина Родчева. Учреждения социально-культурного назначения работают пока в обычном режиме. К работе в зимних условиях готовы. После закрытия детского сада в его здании, в котором тепло и уютно, переведены фельдшерско-акушерский пункт и библиотека. Отпала проблема заготовки 60 кубических метров дров. Не забывают о нас в ЦКБ. Мобильный отряд врачей посетило село в феврале месяце. Спасибо. В целях бесперебойного электроснабжения ОРГК, в чьем ведении находится наша дизельная электростанция, завезли 2 новых итальянских дизеля. В соответствии со всеми нормами и требованиями обустраиваются в АРГСМ. Электроэнергию получаем 20 часов в сутки. В целях обеспечения пожарной безопасности администрация снабдила село 2-й мотопомпой с рукавами. Оборудован зимний пожводоем. Налажена работа ДПК из 6 человек, в которой работают ответственные люди. Субсидии на приобретение молодняка крупного рогатого скота в текущем году воспользовались 4 хозяйства. Приобрели 4 головы молодняка на откорм. Субсидия, правда, не покрывает даже транспортных расходов, так как приобретаем телят в ГУАО «Петрунская», а это 200 километров водного пути. Курни сушек приобретаем на Интинской птицефабрике и везем кто на лодке, кто на вертолете. Спасибо работникам аэропорта, всегда с пониманием относятся к нашим перевозкам. 57 хозяйств выращивает картофель и другие овощи. Выделенные на благоустройство села средства в текущем году использованы в полном объеме на следующие мероприятия. Подсыпка шлаком и выравнивание дороги. Разработан старый, построен новый забор на спортплощадке, достроен на детской. Засыпана и выровнена территория общей свалки, выкопан новый котлован, отремонтированы уличные светильники. Также благоустраиваем село на Субботниках. В этом году их прошло 4. По уборке территории села, территории кладбища, покраске заборов. Вот так мы и живем сегодня. Перейдем к нашим проблемам. Вопросы прошлогодней конференции перечислять не будем. Просто поблагодарим Павла Валерьевича Смирнова и Михаила Федоровича Батраченко за заключенное соглашение по перерегистрации безработных граждан на месте. Этот вопрос стоял на повестке дня много лет. По связи. Неполадки, причиненные грозой в прошлом году, были устранены, но обещания по проведению испытания АТС с большей возможностью остаются пустыми, а желающих иметь телефоны в пределах 20. Нет интернета, и сельчане, не надеясь ни на кого, сами приобретают индивидуальные комплекты спутникового интернета. Стоимость одного составляет 25 тысяч рублей. А чтобы им еще более-менее полноценно пользоваться, в месяц надо заплатить 1700 рублей. Не под силу это сельскому жителю. По твердому топливу. Так как численность нашего населения большей частью составляют пенсионеры, работоспособного только 25 человек, и это, можно сказать, последнее трудоспособное поколение, а значит, скоро будет некому заготавливать дрова. Поэтому вопрос по разработке муниципальной программы о снабжении населения твердым топливом нуждается в рассмотрении. Существует проблема с оформлением больничных листов, так как в нашем фельдшерско-акушерском пункте работает медсестра, которая может только открыть больничный, а вот для его закрытия больному надо ехать на прием к врачу лично, а стоимость билета на вертолет сегодня составляет 1274 рубля в одну сторону, да и рейс 1 раз в неделю. Подробнее остановимся на вопросе по обустройству зимника, так как для нас это самый удобный вид транспортного сообщения. Узел проблем сельской жизни очевиден. Это дороги и транспортная доступность, социальная сфера и жилье. И каждому направлению уделено определенное внимание. Особое внимание Ирина Родчева уделила проблеме, связанной с зимником. По словам сельских жителей, участок дороги от Косьювомской развилки до села Адзивавом в неудовлетворительном состоянии. Все ремонтные работы проводятся несвоевременно и некачественно. Тендер в наших условиях надо проводить не в середине ноября, а в начале октября, чтобы успеть перевести технику на другой берег реки и с начала морозов уже начинать топтать профиль, пока не выпало много снега. Тогда дорога замерзнет и будет широкая и твердая, как бетон. Пока намораживают лед на реке, дорога уже будет готова. Во-вторых, в
прошлую зиму дорогу обкатывали на тягаче, волокуша сзади волоклась куда хотела, а в основном по наклону, поэтому дорога с каждым разом смещалась. Водители едва держали верхнюю кромку, и то все равно проваливались. По этой причине уголь для школы и библиотеки в одну сторону везли 3 суток. Если бы помощь не подоспела, до сих пор бы ехали. Зимнюю дорогу в 2014 году приняли комиссионно 27-28 января с открытыми ручьями. Потом сами водители частных машин по пути возили туда дрова, чурки, чтобы как-то проехать ручей. Но, слава богу, кое-как отмучились 1,5 месяца. Мы считаем, раз выиграли тендеры, средства выделены, нужны и контроль за выполнением работы. В селе сегодня в основном живут люди 3-го возраста, хоть сколько человек, это значение не имеет. Есть люди, должна быть дорога. Просим администрацию МОГО-ИНТА принять наше предложение по обустройству зимника на будущее и продлить его работу хотя бы до 3 месяцев. Это возможно. Хотим, чтобы хоть по зимней дороге нас могли навести дети, внуки, одним словом, родня. Может, пока нет возможности организовать водный муниципальный транспорт, в котором мы тоже очень нуждаемся, довести до ума качество зимней дороги, по которой свободно смогут ездить легковые автомобили, и мы сможем сами решать какие-то проблемы. Например, сбыт того же картофеля, и телят завести дешевле, и безопаснее, да и все остальное. Представитель села Петрунь Елена Артеева озвучила ряд проблемных вопросов, связанных с транспортом, телефонной и интернет-связью. Определенные трудности сегодня испытывают работники сельскохозяйственного предприятия «Петруньское». На территории села Петрунь работает сельскохозяйственное предприятие ООО «Петруньское». Конец ноября и декабрь – это время инвентаризации и промышленного забоя оленей. Очень важный период для оленеводческого хозяйства. Долгие годы хозяйство производило забой оленей в селе и после вывозило мясо в город для реализации. Но после того, как в городе появился новый забойный пункт оленей, ООО «Петруньское» тоже обязывает забивать там. Последние 3 года агрокомплекс выкупал мясо у Хатанзийского Павла Константиновича. В этом году ИНТА «Предполярная» предлагает забрать мясо сразу после забоя. К сожалению, у Павла Константиновича нет в городе морозильной камеры для хранения такого количества мяса. И сбыть все сразу у него тоже не получится, объем очень большой. Это предприятие является единственным городообразующим предприятием в селе Петрунь. На нем работает 72 жителя села. Будет обидно, если, продержавшись на плаву столько лет, предприятие обанкротится, не сумев продать такую хорошую продукцию. Если люди, которые всю жизнь посвятили сельскому хозяйству, останутся без работы. ООО «Петруньское» просит помочь найти место для хранения мяса и рынок сбыта продукции. Или, может быть, все-таки можно позволить хозяйству провести забой оленей в селе. Там есть специально оборудованные склады, да и население нуждается в мясе. Связь. С 8 по 14 июля и с 8 по 10 октября всего года в селе вообще отсутствовала какая-либо связь. Эта поломка ни для кого не секрет. Так вот, интересно, почему же населению не был сделан перерасчет абонентской платы? Администрация писала соответствующее обращение к Ростелекому. По всей видимости, окончательно проблема не устранена. И по сегодняшний день продолжаются обрывы связи. Вчера так вообще не работало. Когда это прекратится, очень интересно. Жители села очень просят помочь в доступе в интернет. Сейчас ведь без интернета уже никуда. Он нужен и детям для школы, и просто необходим для работы. Мобильная связь – это наша мечта. Может быть, найдется хотя бы один оператор, который согласится все-таки прийти в наше село. Если бы у нас была мобильная связь, мы бы и не заметили поломки на местном узле связи. В марте 2014 года в нашем селе была установлена вышка с оборудованием для цифрового телевещания, которое еще до сих пор не подключено. Для мобильной связи новые вышки строить уже не надо, ведь в радиусе 10-15 километров от села мобильная связь есть. Аэропорт в селе Петрунь очень нуждается в ремонте. Мы хотели бы обратить внимание на здание нашего аэропорта. Оно очень старое, маленькое, холодное, с ненадежной проводкой. Трудно даже представить, с чего там можно начать ремонт. Может быть, лучше привезти в село Балов, евро или попроще. И мы приведем его в порядок, проведем новую проводку и
электричка у нас есть. Большое спасибо выражает мастер котельной Павлу Валерьевичу от имени всех жителей села. У нас в котельной работает новый котел. Результат налицо, стало теплее. На нашей котельной стоит 2 котла. Один новый, а второй очень старый. Нам бы еще и второй заменить. Также спасибо большое Валентине Васильевне Слевневой. На нашем ФАПе появилась оргтехника. К медицинским работникам у нас вопросов нет, они у нас просто молодцы. Надеемся, что на следующей конференции мы будем благодарить вас за скорое решение поднятых нами сегодня проблем. По словам делегата поселка Абись Михаила Хозяинова, практически все проблемы, озвученные на прошлой конференции Коминарода, решены. Последние 2-3 года достаточно средств выделялось у нас на ремонт котельной, скважин. Также достаточно выделяется средства на благоустройство, за что спасибо нашему руководству и депутату. Много внимания уделяют нам, уделяли и уделяют. Не забывают нас. На предыдущих конференциях поднимались у нас вопросы по связи с снабжением твердым топливом населения, по электроснабжению. Значит, хочу сказать, что по сравнению с другими селами у нас с этим вопросом очень хорошо. В поселке Абись остался нерешенным жизненно важный вопрос, касающийся работы железной дороги. Местные жители вынуждены ожидать поезд на улице, вокзала до сих пор нет. Нерешен вопрос с содержанием железнодорожного вокзала, комната ожидания. Значит, закрыто все, ожидаем поезд на улице. Куда там? Дождь, это все. Вот. Останавливается на сегодняшний день только один поезд. 375 376 это пассажирский поезд, вот там Москва, Воркута, в котором общий вагон при движении на юг, значит, надо сказать другое. У нас был очень короткий перрон, добились, добавили, у нас перрон, удлинили перрон да. Но, видимо, показалось кому-то, что слишком приятно будет нам ездить, и общий вагон переставили в конец состава. И сейчас приходится в темноте по колено в снегу, буквально позавчера, сам тоже участвовал в этом кроссе, бежать, искать общий вагон. Почему-то переставили. Он был 4-м, как раз он попадал на платформу. Видно, решили так, платформу удлинили, значит, надо. Непонятно это, конечно. Вот. Предложение, значит, железной дороги удлинить перрон. Уважаемые друзья, от имени делегатов села Косьювом приветствуем вас на конференции Коминарода и желаем плодотворной работы. Сегодняшняя тема конференции «Труднодоступность» для сельчан очень близка. В период распутицы мы бываем оторваны от города от 3 недель до 2 месяцев. И в связи с этим решение жизненно важных вопросов затрудняется. Актуальный для нашего времени вопрос по безработице сельчан, поднимаемый на конференциях ранее, сейчас принял немного другую форму. Имеющие статус безработных сельчане отмечаются в секторах по работе с территориями. В этом большая заслуга Павла Валерьевича Смирнова и его команды из Центра занятости населения города Инты во главе с Батраченко Михаилом Федоровичем. Двое безработных трудоустроены. Это очень важный жизненный шаг в преддверии пенсионной реформы 2015 года, когда стаж работы будет кардинально влиять на размер пенсии. Не менее важный момент, связанный с труднодоступностью – транспорт. Этой осенью дополнительные вертолетные рейсы обеспечили перевозку пассажиров. Но наши желания остаются прежними. Дополнительные рейсы выполнять в режиме реального времени, то есть по наступлению крайней распутицы, чтобы обеспечить командировочных и пассажиров. Мы благодарны администрации МОГО-Инта за организацию перевозок наземным транспортом, за новый автобус. Надеемся, в новом году комфортность автобуса смогут оценить сельчане. Вахтовый автобус комбината благоустройства курсирует 2 раза в неделю по низким тарифам. Косьювомцы довольны. В рамках доклада Ольга Мельник сообщила, что сельский дом культуры Косьювома нужно срочно ремонтировать. Также необходимо в селе установить мини-локальные очистные. Местные жители надеются, что в следующем юбилейном году Косьювом отметит 155 лет. Все желания исполнятся. И еще не можем пройти мимо темы северных надбавок, против которых выступает депутат Госдумы Павел Завальный. Мы, сельчане, готовы предоставить депутату ветхое жилье с суровыми условиями Крайнего Севера.
Уверен, через неделю отпадет всякое желание лишать нас действующих надбавок. Ко всему сказанному добавим, жизнь на селе трудна, и только с всесторонней поддержкой она будет продолжаться. Артик Юзамыч, спасибо за внимание. За последние несколько лет в села Интинского округа вкладываются большие средства. Происходят положительные изменения. Но этого недостаточно, считает депутат Инты Владимир Варнашов. В ближайшее время законодательной и исполнительной власти предстоит еще изрядно потрудиться, чтобы создать комфортные условия для проживания сельчан. Я сразу скажу, что сделано очень много. Вот если просто люди далекие, но здесь сидят все близкие люди к сельскому хозяйству, знают, что такое жизнь в селе, в сельских районах, да, в сельских, в селах, в деревнях, в отдаленных, в труднодоступных. И они скажут, что вот если перечислить эту всю работу, она как бы в докладе прошла так, как будто так и должно быть, на бумаге легко, да, но это была труднейшая работа. И сделано очень много. Но как руководитель администрации Павел Валерьевич Смирнов у нас всегда говорит, вот как горькая, да, но правда. Вот и я тоже хочу сказать, да, сделано много, но по правде сделать надо еще, как говорится, в 100 раз больше. И нужно сделать это не в отдаленной какой-то перспективе, за 50 лет, а нужно сделать сейчас, потому что люди сейчас живут. Им нужно жить сейчас, сегодня, а не какой-то перспективе 20-30 лет. Да, планы должны быть и на 20-30 лет, но основное необходимое для жизни людей, для нормального существования жизни, должно быть сделано сейчас. И администрация, в первую очередь, и мы, как депутаты, должны приложить очень большие усилия, чтобы вот те доклады, которые с мест прозвучали руководителей, главных специалистов в селах, да, чтобы они были выполнены. У нас ведь, как бы сказать, я знаю проблемы села. У нас много об этом говорят, но у нас должно это все делаться. Я думаю, что я не являюсь депутатом от села Петрунь и от деревни Роговой, но я буду говорить за всех, потому что это тоже труднодоступное село нашего района, да. Я буду говорить за всех, вы уж меня извините, да, я как бы самозванец получаюсь, но я буду говорить и за вас тоже. Я побывал во всех селах, и неоднократно я побывал, да, я знаю проблемы не понаслышке, я знаю по Абизе, вот сейчас Михаил Григорьевич выступал здесь, говорил, то сделано, а это сделано, да когда пришла новая команда единомышленников, когда избрали Павла Валерьевича, да, когда начали действительно что-то решать. Также ведь стояла тишина, и люди правильно были недовольны, и сейчас недовольны, потому что надо делать и делать. Клуб у вас есть? Нету, надо же его делать. У нас там дети переправляются осенью по тонкому льду, а то и в лодках в деревню Абис, это чревато гибелью тех же самых детей, правильно? Надо этот вопрос делать, там решать, и решать надо, как бы сказать, не в отдаленной перспективе. Вот. Это один вопрос. Вы говорите, побежали по перрону к вагону, да? А вы представьте, что такое, когда у человека горе, несчастье, да, и нельзя его провести медицинскую экспертизу на месте, потому что это запрещено законом, это уголовное, можно сказать, преступление. А никто не берет, как хочет, туда вези его, правильно, Михаил Григорьевич? Было у него такое. И вот они возят к поезду этот труп назад, к поезду назад, но это же просто жутко. Эти вопросы не в компетенции, конечно, нашей администрации или нашей, или главы республики. Это железная дорога. Я обращался к президенту железной дороги 2 раза уже по этому вопросу. И по продаже билетов, по остановке поездов, и по вокзалу, и все прочее. Этот вопрос пока не решен. Но мы не так просто остановимся. Мы будем этого дальше добиваться с вашей поддержкой. Вот. Вопросы решены и по освещению, и по установке опор электропередач. Да, были же старые, все падало, все, много вопросов. Теперь возьмем следующую сторону. Дорога на 35-й, это 6 лет назад, да? Там Уралы тонули. Сейчас дорога просто замечательная по сравнению с той, которая была. В селах, в Косьевом, и по освещению, и по тротуарам, и по котельным.
и по сетям помощь оказывается постоянно. И школам, и детским садам, и библиотекам. Конечно, не вот такое сразу взял и сделал шикарную под евроремонт, а необходимое. Теперь по памятникам. И в Петрунях, и в Одьвовоме, и в Косьевоме, и в Абезе мы осмотрели памятники, фотографировали. По возможности эти памятники нужно реставрировать. И реставрировать очень, как бы сказать, на серьезную сумму. Особенно это касается села Петруни. Вот. Мне не дадут соврать главные специалисты, это так оно и есть. Этим вопросом мы будем заниматься. Теперь 21 век, да, у нас нету связи. Вот село живет без связи. В селе проживают и пожилые люди. Может, что угодно случиться, мы не можем просто помочь. Это, конечно, безобразие. Региональные операторы кричат, что это экономика, что у нас невыгодно, но елки-палки, но там же люди живут. Как же можно человеческую жизнь оценивать какими-то грошами вот этими? Я понимаю, что сейчас все уперлось в деньги, но у нас прежде всего люди. И я вот, исходя из этого, буду, как бы сказать, пока я ваш депутат, буду добиваться всячески, чтобы вот вопросы все, от которых зависит жизнь, именно полнокровная жизнь на селе, решать. Хочу поддержать выступление Варнушова Владимира Федоровича. Да, согласен, нынешней исполнительной властью делается много. И по сравнению с тем, что происходило 5-10 лет назад, разница очевидна. Несмотря на все нападки оппозиции с призывами экономить, действующей власти удалось отстоять и не допустить закрытия таких социально важных объектов для поселка, как сельский дом культуры, сельская библиотека и детский сад «Ручеек». Считаю, что данные социальные объекты должны работать, и помимо всего прочего их надо развивать. В эти объекты необходимо вкладывать больше средств, и помимо текущего ремонта нужно менять окна на пластиковые стеклопакеты, производить ремонты помещений, докупать оборудование и инвентарь. Очень много внимания сейчас уделяется такому виду самоуправления, как территориальное общественное самоуправление. На мой взгляд, в поселке необходимо пробно создать один ТОС и попытаться участвовать в республиканских и федеральных конкурсах на получение грантов. По благоустройству поселка нам также необходимо участие в конкурсах по программе «Малые дела», необходимо благоустройство территории возле строящейся уличной сцены клуба. У нас на поселке много детей, и в текущем году при установке новых детских площадок дети также активно помогали нам. Они носили ведерками песок, давали советы по установке, не стояли на месте. Всего в этом году в поселке к имеющимся детским площадкам было установлено дополнительно 2 детских спортивных комплекса. 2 комплекса также были установлены и на сельхозе. Считаю, что продолжать нашу программу необходимо и дальше, и возле каждого дома должны стоять и детская площадка, и беседка. В этом году в поселке появился интернет. И с 16 ноября 2014 года еженедельно проводятся бесплатные занятия для жителей по обучению компьютерной грамотности. И бесплатно на энтузиазме молодой специалист преподает для всех нуждающихся в этом. Но нам необходимо современное оснащение, нам необходимы современные компьютеры хотя бы в количестве 10 штук. Также у нас существуют проблемы со стационарной связью. Я требую от Ростелекома откликнуться по этому вопросу и возобновить, не возобновить, понятно, что тогда был БТС, необходимо, чтобы стационарная связь была. Как уже отметил Владимир Федорович, невозможно сопоставить человеческие жизни, когда необходимо людям и вызвать скорую помощь, и не все бабушки могут пользоваться мобильной связью, да и дорого это. На поселке стационарная связь нам нужна. Также она нужна и на сельхозе. Я хочу обратиться к предпринимателям города. На сельхозе нам очень нужен продуктовый магазин. На Юстодоре нам нужна аптека. Также необходим нам дополнительный рейс автобуса, вечерний автобус. То, что у нас идет с города на Юстодор. Потому что многие люди, работая на почте, в магазинах, просто не могут вечером попасть домой. Считаю необходимым создание в поселке спортивной комнаты с современными тренажерами, где все желающие жители смогут бесплатно заниматься спортом. Помещение уже найдено. Нам на данном этапе нужна помощь с ремонтом и финансирование на покупку тренажеров. Вот хочу, кстати, и от себя лично, от Павла Валерьевича,
так как эта спортивная комната будет создаваться на базе нашего сельского клуба и библиотеки сельской, так сказать, вручить уже сегодня представителям клуба и библиотеки вот этот вот тренажер замечательный и замечательные также спортивные снаряды. Но это первый, так сказать, стартап. Можно представителей сельского клуба? Я уже сам описываю тренажер, да. Хотя бы научу сейчас то, что вот необходимо, да, это вот паспорт от этого тренажера. И вот то, что уже, да, чтобы пенсионеры и дети могли у нас заниматься. Спасибо. Тренажер, соответственно, уже в целостности, да, он оставлен сегодня. Поодиночке мы не решим ничего. Объединившись вместе, можем сделать многое. Спасибо большое. Представители администрации Инты не отрицают, что в селах нашего округа еще много проблем, но решить все сразу, к сожалению, невозможно. Вообще, когда звучит критика, это, наверное, очень хорошо, потому что, значит, идет жизнь. Если бы сидели люди, которым было абсолютно все равно, как работает исполнительная власть, законодательная власть, как проходит жизнь вообще в наших селах, то, наверное, и жить не стоило бы. Мы сами знали прекрасно, где у нас есть узкие места, на которые мы должны обратить внимание. И, безусловно, мы это сделаем. И будем стараться, и будем просить помощь на всех уровнях. В Сыктывкаре, в Москве. И будем работать вместе. В завершении докладов слово для выступления было предоставлено специалисту Министерства национальной политики Республики Коми Жане Сверяевой, которая уделила внимание организации общественных объединений на местах, о создании инициативных групп граждан, которые смогут принимать непосредственное участие в жизни родных сел и решении поселковых проблем. Хорошим подспорьем для органов власти являются сами общественники. Граждане, которые, привлекая свой общественный инструмент, да, как-то способствуют решению на местах каких-то проблем. Сегодня уже неоднократно говорили о ТОСах. Существуют формы поддержки, когда вы можете на местах, объединяясь, какие-то небольшие вопросы решать самостоятельно. Поддержка осуществляется как по линии Министерства экономического развития, для ТОСов предоставляются субсидии. Также, допустим, по линии Министерства национальной политики мы тоже точно так же предоставляем гранты на реализацию этнокультурных проектов ТОСами. Кажется, Министерство национальной политики какое имеет отношение к каким-то благоустроительным, да, или социальным проблемам села? Непосредственно прямое. Например, в рамках конкурса ТОСов в этом году у нас выиграл деревня Лопыдина Картеровского района. У них стоял вопрос организации досуга граждан. Ну вот негде было им культурно встречаться, потребность была. Граждане нашли здание, которое в хорошем состоянии, и его можно было бы вот для этого использовать. За счет наших денег они сделали собственными силами, то есть купили материалы какие-то необходимые, расходные, собрались, привели в надлежащее состояние, сделали какой-то косметический ремонт, решили вопрос по специалисту, который там закреплен, и сегодня в деревне у них появился комикека, они назвали, где могут сельчане проводить вечера, встречаться, общаться. По итогам конференции Коми народа составлен проект резолюции, в который вошли все вопросы и пожелания сельских жителей Интинского округа. В завершении мероприятия делегатам были вручены подарки.